Принимать гостей и оказывать им должное внимание является сунной пророков. Передается, что пророк Ибрахим, алейхиссалям, настолько любил гостей, что не садился за стол один. Всевышний Аллах, описывая гостеприимство Ибрахима, мир ему, сказал: Бисмиллахи рахмани рахим. Халь атака хадиту дайфи Ибрахима аль-мукрамин. Разве уже дошел до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима, алейхиссалям? Ид дахалу алейхи факалу салама. Вот пришли они к нему и сказали: мир, приветствуя его. Каля саламу каумум мункарун. Сказал он: и вам мир, люди незнакомые. Фарага иля ахлихи фаджаа би'аджлин самин. И незаметно отошел он к своей семье, чтобы приготовить угощение для гостей. И принес жареное мясо жирного теленка. Факаррабаху иляйхим факаля аля та'кулун. И поставил перед ними угощение и сказал: не покушаете ли вы? Ибн Каthир, комментируя эти аяты, пишет: в этих аятах упорядочены адабы гостеприимства. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, быстро и неожиданно принес еду гостям. Он не стал их обнадеживать, сказав, что принесет им угощение, а быстро и скрытно приготовил им еду. А подготовил он им самое лучшее, что имел, молодого жирного теленка. Далее пророк Ибрахим, алейхиссалям, не накрыл им стол в удобном месте и не пригласил их к столу, а поставил прямо перед ними еду. И он не повелел им приступить к трапезе громким командным голосом, а вежливо сказал: не покушаете ли? Вежливо предлагая приступить к трапезе.